Республика готова максимально включиться в решение задач, обозначенных президентом в ходе Международного арктического форума в Санкт-Петербурге. О новых задачах, которые стоят перед регионом, заявил Сергей Гапликов. В проекте «Стратегии социально-экономического развития на период до 2035 года», по словам главы, их приводит пресс-служба, Арктика занимает особое место. Это флагманский мультипроект, тесно увязанный с развитием Северного морского пути, созданием Северного широтного хода, реализацией проектов в Воркутинской опорной зоны и многими другими направлениями. Целью является создание ключевого сухопутного транспортного коридора для освоения и использования арктической зоны России с эффективным использованием географического, ресурсного, инфраструктурного, научно-технического и человеческого потенциала. Конец цитаты. Сейчас вынашивается идея расширить официальную арктическую зону до Инты, Усинска и Усть-Цилимского района, а пока в ней от Коми, напомним, только Воркута. Кстати, сама кочегарка сейчас взяла активный курс на оптимизацию городского имущества. Об этом в кулуарах питерского форума нашим коллегам из «Российской газеты» рассказал мэр заполярного города Игорь Гурьев. Все принимаемые сегодня меры, по его словам, направлены на то, чтобы освободить местный бюджет от непрофильных расходов. Город живет и стабильно живет, и муниципалитет сегодня делает достаточно много мер для того, чтобы в дальнейшем город стабильно работал. К сожалению, приходится делать действительно его непопулярные меры, такие как закрытие полупустых школ, садиков, но при этом мы денежные сэкономленные средства направляем на те же школы, садики, закупаем новое оборудование, делаем ремонты для того, чтобы наши дети шахтеров не испытывали какой-то недостаток в школьных учебниках, материалах, в современных материалах. Вот. Конечно, город с надеждой ждет, что компания «Северсталь» примет решение о строительстве новой шахты. Это будет дополнительное поступление в местный бюджет. Это благосостояние города, конечно, будет увеличиваться, и все денежные средства мы готовы направить на благоустройство нашего города. Есть, конечно, моменты, те, которые мы говорим непопулярные. Это уплотнение поселков, когда у нас из 13 шахт осталось 4, люди уезжают. Полупустые дома, но, к сожалению, в этих полупустых домах большинство пустых муниципальных квартир, на что местный бюджет тратит серьезные денежные средства. С этой целью мы ремонтируем квартиры, уплотняем население в другие дома, отключаем полупустые дома от коммуникаций, уходим от тех расходов, которые на сегодня непосильны нашему городу. Вот. Но уверен, что на Воркуту в рамках развития Арктики будут смотреть также внимательно, потому что расположение города для разных направлений очень интересно и по логистике, и в части Минобороны, и по добыче полезных ископаемых. Поэтому мы с надеждой ждем, что город заново расцветет и будет стабильно работать. В планах республики по арктической Воркуте, дополним, мэра, называется создание транспортного хаба с выходом на Северный морской путь. Этому будет способствовать реализация проекта «Северный широтный ход». Реконструкция аэродрома «Советский» под базовые для полярной авиации, расширение пропускной способности действующих и строительство новых железнодорожных линий, автодорог. Также в списке перспективных научные исследования по мерзлоте, изменению климата, адаптации человека в условиях Арктики, а также внедрение инноваций в действующую экономическую базу.